Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев, здравствуйте. Якутский индустриально-педагогический колледж имени Владимира Михайловича Членова ведет свою историю с 1934-го. Колледж готовит специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих в области автосервиса, сварочного производства, легкой промышленности и профессионального обучения. Как организованы учебные процессы и производственная практика в колледже, мы сегодня поговорим. Гостю на студии Яна Васильева, директор Якутского индустриального педагогического колледжа имени Членова. Яна Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, объем подготовки у вас молодых специалистов обширный. Я хочу поговорить у вас вот о чем. Давайте еще раз конкретно о том, на какие специальности можно выучиться у вас в колледже. На сегодня, да, действительно, мы обучили уже около 16 тысяч выпускников нашего колледжа, да, и сегодня у нас идут основные направления, это такие как аэронавигация и программирование беспилотных летательных аппаратов. Это наша новая специальность, которая у нас очень востребованная. Очень востребованная. С 1 сентября у нас идет прием на базе 9 класса со сроком обучения 3 года 10 месяцев. Это наша специальность эксплуатация беспилотных авиационных систем. Далее, значит, у нас идет направление, это промышленное оборудование, это у нас идет специальность сварочное производство, прием на базе 11 класса, срок обучения 1 год 10 месяцев. И у нас еще тоже одно направление, одна специальность по данному направлению, это мастер слесарных работ. Это также прием на базе 11 класса, срок обучения 1 год 10 месяцев. И у нас есть еще одно направление транспорт, это у нас направление идет очень давно, профессия мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, срок обучения 1 год 10 месяцев на базе 9 класса. Яна Александровна, знаю, что участвуете в сетевых проектах, в том числе с какими организациями ведете сотрудничество плотное? Да, наш колледж с 2017 года внедряет сетевую форму реализации образовательных программ. На сегодня мы работаем по сетевой форме образовательных программ именно с профессиональными образовательными организациями. Это такие организации, как Горно-геологический техникум, это поселок Хандыга Тампонского района, это Южно-Якутский технологический колледж, город Нерюнгри, это Алданский политехнический техникум, город Алдан, это у нас идет Вилюйский профессиональный педагогический колледж, Кысыл-Сырский филиал. Это такие направления подготовки, как геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. Это прикладная нефтегазовая, да, у нас геология. Это у нас идет электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация. Это идет электромонтеры по ремонту, обслуживанию электрооборудования. Это идет, конечно же, и сварочное производство. Алданский политехнический колледж. А в чем преимущество? Что ребятам дает? Как, собственно, у нас здесь в Якутске, так и, я так подозреваю, что какую-то маржу, что называется, дает и тем, и в Алданском, и в Хандыгском колледжах тоже ребята получают. Одно из преимуществ — это то, что все ребята, которые поступают к нам, они все поступают у нас в приемной комиссии. Также приемная комиссия будет принимать документы именно в эти образовательные организации. Все организовано в одном месте. Ух ты! Значит, для ребят это обучение общеобразовательного цикла в городе Якутске на базе нашего колледжа, проживание в нашем общежитии. И также помимо этого мы даем тоже одно из преимуществ — это обучение это профессиональное обучение по таким профессиям, как водитель автомобиля категории Б, это водитель мототранспортных средств, да, категория А. Это у нас такое направление, как сварщик, оператор наземных средств управления беспилотными летательными аппаратами. Это слесарь по ремонту автомобилей и резчик металла на ножницах и прессах. Это все обучение ребята получают бесплатно. Яна Александровна, смотрите, у вас все профессии, которые можно получить, насколько я понимаю, они такие, что называется, те, где надо работать руками. Это и слесарь, и сварщик, и специалист в области легкой промышленности. Вот появилась еще аэронавигация. Для этого, скорее всего, и созданы были лаборатории, которые есть, мастерские, точнее, если их так называть, которые есть на базе вашего колледжа. Давайте о них немножко поговорим, что из себя представляют, чем оснащены. Так, значит, учебные мастерские. В 2020 году открылись мастерские в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта образования. А в колледже в 2020 году открылись 5 мастерских. Это обслуживание грузовой техники, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, это кузовной ремонт, это окраска автомобилей и водитель автомобиля. То есть 5 мастерских, которые работают с 2020 года. Они нам и приносят и финансовые средства, и обучают население, в том числе незанятое население. Значит, в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» в 2020
2026 году. Наш колледж получил субсидию на закупку оборудования по новым мастерским. Это в 2026 году. Мастерские откроются 1 сентября 2026 года. Это такие мастерские... В этом году? В этом году. Ух ты. Это такие мастерские, как неразрушающий контроль, да, это проверка швов сварочных, это облицовка листового металла, это как раз для мастера слесарных работ. И наша новая мастерская для нашей новой профессии — это внешнее пилотирование, эксплуатация беспилотных воздушных судов. Ребята как реагируют на лабораторию? Насколько с каким энтузиазмом занимаются? Ну, на самом деле, учебные мастерские для них, наверное, это некий праздник, потому что они все делают своими руками. И открытие новых мастерских, я думаю, это тоже даст такой некий толчок для наших студентов сразу входить с первого курса в профессию. Ну, вот я от вас, допустим, услышал, что есть мастерская, в которой можно научиться красить машину. Да, у нас Кузов прекрасный машины. красочный цех. Ничего себе. Да. Есть еще учебно-производственный комплекс на базе вашего учреждения. Как он работает, чем оснащен, какие цели закрывает? Ну, учебно-производственный комплекс, да, у нас работает уже давно, с 2023 года. Основная задача — это, конечно же, привлечение наших внебюджетных средств. Это, конечно же, трудоустройство туда наших, да, выпускников. Это сетевое взаимодействие. На базе нашего УПК проходят курсы повышения квалификации, да, переподготовка, подготовка по всем нашим новым программам. Также, значит, наши студенты выполняют ремонт автомобилей. Также наши студенты шьют постельное белье, национальную одежду. Все это мы продаем населению. Да, вот такая услуга. Преимущество — это, конечно же, то, что наши студенты туда трудоустраиваются, оформляясь самозанятыми. Ну, не стоит без дела, что называется. Ни помещение, ни Да, ребята. да. А если говорить о практике, которую ребята получают по окончанию учебного заведения, на каких предприятиях задействованы выпускники, молодые специалисты? Ну, вообще у нас есть такие два больших очень соглашения именно по автотранспорту. Это наш якутский филиал КАМАЗ. Сейчас мы уже переходим в головной их офис в набережные Челны. Сейчас у нас ведутся переговоры. Мы уже планируем на следующий год туда отправлять студентов на практическую подготовку. Это очень хороший опыт. В прошлом году наш студент трудоустроился именно в набережные Челны и поступил в Казанский федеральный университет. Поэтому мы сейчас тоже эту практику переводим уже туда. И я очень надеюсь, что в июне мы с ними заключим большое соглашение. Слушайте, какие вы молодцы. Это же прямо один из главных автоконцернов страны. Да. То есть, получается, у ребят есть возможность получить реальный рабочий опыт до защиты диплома. Да. Ну и также ряд таких компаний, как ПАО «ЕТЭК». Наши ребята, это наши партнеры, наши ребята проходят там практику. Это Якутдарстрой, это Саха-Транснефтегаз. То есть все компании, которые есть на территории нашего города, да, мы их полностью охватываем. Это все автосервисы, да, по направлению транспорт. Ну и сейчас мы уже начинаем сотрудничество по нашей новой специальности, это эксплуатация беспилотных авиационных систем. То есть мы в поисках партнеров для наших студентов. Уверен, они найдутся, потому что ставка на беспилотники делается вообще практически по всем фронтам. Яна Александровна, в этой же связи спрошу, помогаете ли выпускникам в трудоустройстве и вообще нужна ли помощь в таких профессиях? Казалось бы, ну, слесарь нужен всегда, сварщик нужен всегда. В любой, вот куда в автосервис не приди, всегда можно устроиться. Или Да. тоже расхожее мнение? Нет, обязательно нужно помогать. У нас в колледже работает Центр содействия трудоустройству выпускников, который занимается и консультированием, и профориентацией, и организацией экскурсий на предприятия. Конечно же, он собирает базу вакансий. В этом году, значит, мы активно работаем с молодежным кадровым центром, который создан при Государственном комитете занятости Республики Саха-Якутия. Сейчас очень активно внедряются карьерные марафоны. Мы тоже в них участвуем, и очень нам радостно, что привлекаются промышленные компании. Это такие, как Нордголд, Полиметалл, Теплоэнергосервис, ЕТЭК. То есть это все компании, которые реально приходят и профориентируют наших студентов в профессию. Ну и отчасти, наверное, некоторые проценты из тех, кого профориентируют, они уже, возможно, даже намечают себе план на будущее и даже попадают к большим игрокам нашей республики. Совершенно верно. Яна Александровна, немножко такой философский вопрос про ставку на среднее образование. В последние годы у нас очень активно идет популяризация этого вида образования. Если в предыдущие годы, ну вот на мое личное усмотрение, когда я, допустим, поступал в вуз, как будто бы вот эти все рабочие специальности, они так были задвинуты не то на второй, на пятый, на 10-й план. И сейчас, наоборот, такой своего рода ренессанс у рабочих профессий. С чем связываете? Как он сказывается конкретно на вашем учебном заведении?
Ну, вообще преимущество. Да. Преимуществах именно системы среднего профессионального образования на сегодня, наверное, первое, это то, что к нам поступают ребята без ЕГЭ. Да? То есть это средний балл аттестата. Но это преимущество для ребят. Это преимущество для ребят. А у нас есть выбор. У нас есть выбор именно ребят, которые мотивированы, которые идут в профессию, которые понимают, что они будут работать по данной профессии. И это очень для нас важно. Ну и для учебного заведения это возможность в короткие сроки подготовить большое число Да. специалистов для Да. тех сфер экономики, Да. которые сейчас нужны. Конечно. В заключение, Яна Александровна, сейчас ответственный сезон у всех вообще, кто так или иначе в цепочке образования задействован, выпускники из школ выходят, у них сейчас вот завтра-послезавтра уже начнутся и госэкзамены. Затем они все, часть из них пойдет к вам в приемные комиссии. Что вы хотите им пожелать? Может быть, приободрить в преддверии таких стрессовых, непростых для них месяцев, наверное. Ну, конечно же, хочется пожелать им удачи в сдаче экзаменов, выдохнуть и собраться с силами, получить аттестат и, конечно же, поступить к нам, да, в наш колледж. Мы вас будем ждать, и причем не только в наш колледж, но и во все наши 5 сетевых образовательных организаций. Ну, я уверен, из тех, кто нас посмотрит, ребят, обязательно кого-то заинтересуют те специальности, которые предоставляет ваше учебное заведение, потому что, ну, что называется, работа руками всегда востребована. Да. Яна Александровна, я благодарю вас за интересную беседу, и вам в том числе желаю насыщенных и интересных этих ближайших месяцев. Спасибо вам, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.